Я сейчас собрание посмотрю, когда будет. Зоя Забарова в доме на Зорге живет более 50 лет, но впервые видит объявление такого характера. Управляющая компания просит жителей собраться 9 декабря и утвердить размер платы за вывоз снега. Тогда со следующего месяца оплачивать эту услугу жители дома будут дополнительно. Для Зои Забаровой это почти 1400 рублей. Нет, нам не надо нагрузку, мы не согласны никто. Речь почти о 27 рублях с квадратного метра, а значит в среднем о свыше 2000 рублей с каждой квартиры ежемесячно. За эти деньги управляющая компания обязуется исправно вывозить снег со двора. Речь о вот таком внутридворовом снеге, который уже начинает скапливаться. Впереди зима, и его будет становиться только больше. В каком-то месяце его выпадет много, в каком-то мало. Но платить, судя по предлагаемым тарифам, придется одинаково. Мы отправились в управляющую компанию, чтобы узнать, на основании чего принято такое решение. Собственники обращались, говорили то, что почему вы складируете снег на газоны, с тех тарифов, которые у нас сейчас есть на содержание придомовой территории, вывоз снега не заложен. Мы разработали данную калькуляцию, выйдем к собственникам. Если они примут решение, значит будем вывозить. Если не примут, значит не будем вывозить. Несмотря на слова управляющей компании о том, что об этом просили сами жители, нам никто из желающих платить за вывоз снега не встретился. У нас машин нет, например, ничего нет. А нам зачем это? Кто будет за это дело? Конечно, против. Я считаю, это полное безобразие. Ясность внесли эксперты. По словам председателя Союза домовых комитетов Геннадия Сомова, управляющие компании опираются на постановление правительства России от 2 февраля. Там указано, с сентября начинает применяться новый порядок расчета за содержание общего имущества. Двор считается имуществом жителей, поэтому и вывозить снег должны они. Но какой ценой? И сейчас поднять на 9% тариф, поднять на 200 рублей вывоз снега, ливневые стоки включить. Понимаете? Это же счет фактуры будет вот 12 пенсионеров. Вот я сейчас плачу где-то примерно 3,5-4 тысячи рублей. Появится, будут платить где-то 8. Закон есть закон, говорят в госжилинспекции, и если жители хотят, чтобы двор был чистым, скорее всего, платить придется. Все дело в том, что согласно тем тарифам, которые уже входят в счет фактуры, управляющие компании могут только сдвигать снег к зеленой зоне, но чтобы вывести его, нужно нанимать сторонние компании. Час работы погрузчика – это 5-7 тысяч. Один рейс КАМАЗа – это тоже где-то 5-6 тысяч рублей. Понятно, что это затраты, которые должны быть оплачены. Вопрос, почему прошлогодний снег и не только вывозился с казанских дворов бесплатно, и деньги на это УК не требовала. Сейчас управляющие компании собирают жителей, чтобы решить, какую сумму они готовы осилить. Выставление платы собственникам без решения общего собрания незаконно. Но управляющие компании в целях содержания вот этого общего имущества, если собственники не устанавливают такой тариф, может подать в суд на собственников для того, чтобы они установили. Однако, как отмечают юристы, по закону жильцы имеют полное право за вывоз снега и не платить. Если жильцы не согласны выплачивать за вывоз снега, они могут проголосовать на общем собрании против этого. Также они могут обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру в случае, если считают, что им навязывают какие-либо дополнительные услуги. Для жителей сейчас важно понять, что гарантирует управляющая компания, из чего формируется тариф на вывоз снега. Так, в одном из домов в Светлой долине платят 67 рублей с квартиры, другие, как на Зорге, возможно, больше 1000. И так почти полгода, и вне зависимости, снежная зима или нет. Рамиль Шайдун, Владимир Ларионов, ТНВ, Казань.